Более 300 лет они правили государством, которое позже историки назовут Крымское ханство. Монархи из династии Гераев. Кто были эти люди? Как пришли к власти? И какой след оставили после себя? Незаурядные политики, блестящие дипломаты, великие полководцы, талантливые поэты сверкали всеми гранями на крымско-татарском троне. Каждый из них внес свой вклад в самобытную культуру и заложил нетипичные европейским и восточным государствам традиции. История династии Гераев, которая сегодня почти позабыта в мировой истории, это не просто история каждого хана. Это история государства, показанная через призму жизнедеятельности его правителей. – 1584 год. Крымский хан Мухаммед Герай II был жестоко убит. Это событие потрясло жителей ханства. Мухаммед пользовался вполне заслуженным уважением в народе, и его гибель стала настоящим трауром. Но еще больше усугубляло положение то, что убийцей был единокровный брат, бывший калган Алп Герай. Что руководило в эти минуты Алпом Гераем, неизвестно. Вероятно, его захлестнули копившиеся годами обиды на брата хана, и это вылилось в нервный срыв. Поддавшись эмоциям в порыве ярости, он удушил фактически беззащитного Мухаммеда. Калгу нельзя было назвать агрессивным или безумцем. Он прекрасно знал, чем обернется для него это преступление. Ни народ, ни беи никогда не простят ему этого поступка. Однако это произошло. Нам неизвестно, раскаялся ли бывший калга в содеянном или посчитал, что восторжествовала справедливость, и смерть брата откроет ему вожделенную дорогу к трону. Однако к его огромному разочарованию это не произошло, и он снова был буквально отброшен в сторону не только от трона, но и от политических дел в целом, потому что никто не хотел иметь дело с убийцей. Вероятно, тогда к нему на помощь снова пришла его дочь Зияде Султан. Она не постеснялась напомнить обществу, что ровно 33 года назад, в 1551 году, ее же собственный дед Девлет Герай похожим образом получил трон.
Но она не учла того факта, что причастность Девлета-Гирая к гибели хана Сахиба-Гирая не была доказана. Алпу-Гираю с самого детства дали понять, что он никогда не займет трон. Особыми талантами он не отличался, и к тому же на пути к трону у него было 5 старших братьев. То есть это фактически исключало все шансы стать правителем, и он останется принцем всего лишь одним из многочисленной династии Гираев. Ему приходилось мириться с незавидной участью, что, безусловно, повлияло на его характер. Однако, когда погибли 2 старших брата, он понял, что судьба может быть переменчива. Тогда он и стал отстаивать свои позиции. В день, когда Мухаммед-Гирай стал ханом, Алп-Гирай был буквально взбешен, что выбор Калги пал не на него, ведь он был всего на несколько месяцев младше Адиля-Гирая. После гибели последнего Алп посчитал, что наконец настал его черед. Он уже видел себя ханом после Мухаммеда-Гирая и даже приложил к этому все усилия, не побоявшись того, что его осудят, ведь трон уже был так близко. Но снова фатальная неудача нарушила все планы принца. После пышных похорон Мухаммеда-Гирая II через несколько дней был объявлен Государственный совет Диван. Алп-Гирай готовился к нему особенно тщательно. Он был уверен, что на его стороне могущественный род Ширинов. Алп уже заготовил речь, которую произнесет в качестве нового хана, и даже выбрал кандидатуру нового Калги. Но каково было его удивление и разочарование, когда беи единогласно выбрали совершенно другого человека. Еще одного старшего брата. В погоне за властью о нем Алп-Гирай совершенно забыл. Ислам-Гирай долгие годы жил в Конии в обществе суфиев ордена Мевляна и был далек от политической жизни своей страны. Его никогда не рассматривали как потенциального кандидата в ханы. Но не только Алп-Гирай пережил разочарование. Старший сын Мухаммеда-Гирая Саадет, которого с рождения готовили в правители, выразил свое недовольство. Он предъявил свои права на трон, но беи решили по-своему. Они обратились к древнему обычаю выбирать претендента на трон по старшинству и заслугам. Кто в те дни вспомнил об Исламе-Гирае, сказать уже сложно. Но для самого Ислама-Гирая избрание на трон великого хакана было полной неожиданностью. Он много лет вел жизнь отшельника и не поддерживал связь со своей семьей. Для себя он избрал духовный путь и проживал в суфийской общине города Конья, за что и получил прозвище Дервиш. Конечно, он мог отказаться, но этого не сделал. Вероятно, Ислам-Гирай родился в имении, находившемся в Ильюп-Ансари, около Стамбула. Детство провел с семьей. Под влиянием своего аталыка увлекся философией. Когда его отец Девлет-Гирай стал ханом, Ислам попросил разрешения остаться для дальнейшего образования в Стамбуле. Девлет-Гирай не стал препятствовать.
Он видел, что сын не способен к военной карьере, как остальные его братья, и позволил его выбрать свой путь. В Стамбуле юный принц Ислам-Герай находился на попечении сначала султана Сулеймана, а после Селима, с которым был в теплых родственных отношениях. С отцом Ислам-Герай изредка обменивался письмами и был вполне счастлив своей жизнью. Когда на смену султану Селиму пришел султан Мурат, Ислам-Герай покинул Стамбул и переехал в Конью, где еще больше погрузился в учения Джаляляддина Руми. Ислам-Герай вел замкнутую жизнь, и о нем в буквальном смысле забыл Алп-Герай. Но когда он понял, что беи настроены по отношению к нему, мягко говоря, не очень любезно, и уже отправили приглашение на трон в Конью, не стал спорить и быстро покинул дворец. А вскоре и Бахчисарай, так как всерьез стал опасаться за свою жизнь. Очевидно, Алп отправился в сторону Кефе. Именно туда должно было прибыть судно с новым ханом Исламом-Гераем II, получившим в народе прозвище Дервиш. Не мог поверить в такой поворот событий принц Саадет-Герай. У него были влиятельные сторонники при дворе, но и они ничего не смогли сделать. Большинство во главе с шейхуль-Исламом приняли решение следовать старым традициям избрания хана по старшинству. Возможно, Саадет был лучшая кандидатура. Он хорошо разбирался в политике и был близок с отцом, который и передал ему свой опыт. Но Диван хотел нового хана. И здесь речь шла даже не о лучшем правителе. Дорд-Карачи, 4 влиятельных клана, хотели в хана человека, которым бы они могли управлять. По их мнению, Ислам-Герай как никто лучше подходил на эту роль. Фактически Саадет-Герай являлся официальным колгой, назначенным на эту должность своим отцом в тот же день, когда Алп-Герай предал хана и перешел на сторону османов. Поэтому пока Ислам-Герай находился в пути, беи предложили Саадету-Гераю временно возглавить ханство. Однако, когда Ислам-Герай прибыл в Кефе, Саадет-Герай отказался его встречать, как требовал обычай. Напротив, он заявил, что никогда не признает дядю своим ханом. В стране назревал новый конфликт интересов. В конце весны 1584 года Ислам-Герай прибыл в Кефе. Здесь же крымские беи Мурзы присягнули ему на верность. Но они были не первые. Алп-Герай поспешил навстречу с братом и изложил свою версию событий. Ислам-Герай поверил в версию Алпа-Герая и провозгласил его своим колгой. Такая дерзость возмутила беев, но идти против воли нового хана они не стали. Современники отзываются о Исламе-Герае как о человеке образованном, глубоко религиозном, внимательном к страданиям близких.
Большую часть времени он проводил в молитвах, и уж тем более в его мыслях не было вступать в борьбу за трон. Сложно сказать, был ли он рад титулу великого Хакана, однако, будучи человеком духовным, с покорностью принял то, что ему послано было свыше. Он приехал в страну, которую знал лишь по рассказам, и первым, кого он здесь увидел, был его младший брат. Конечно же, он поверил всему, что Алп-Герай ему рассказал. Уже в Бахчисарае ему открылись некоторые подробности случившегося. Однако Алп-Герай постоянно был рядом и каждый раз уверял о своей непричастности к убийству Мухаммеда Герая. И Ислам-Герай ему верил. Не без помощи Алпа-Герая вскоре за пределы Крымского полуострова был выдворен глава рода Мансуров Эсенья-бей. Ни для кого не было секретом, что мансуры были преданы принцу Саадету Гераю, а у Алпа были все основания опасаться сторонников Саадета и его брата Мурата Герая. Но Заор-Капы этот поступок расценили как прямое указание нового хана, и спустя 3 месяца нагайцы во главе с Саадетом Гераем, который все это время находился в Восточном Нагае, подняли восстание против Ислама Герая II и двинулись в Бахчисарай. Саадет Герай не был знаком со своим дядей Исламом Гераем и понятия не имел, что за всеми этими интригами стоит Алп-Герай и его сторонники. Он собрал 15-тысячное войско и повел его в Бахчисарай отстаивать с оружием в руках свои интересы и трон, который считал по праву своим. Мятежники беспрепятственно прошли через весь полуостров. Их приветствовали жители Крыма. Ведь они знали Саадета и представления не имели, что из себя представляет Ислам Герай. По опыту они уже знали, что гераи, проживавшие много лет в соседней империи, не всегда отстаивали интересы своего государства.